Национальные инструменты в руках этих музыкантов передают самые трогательные ноты души Раи Евлоевой. Сегодня каждый исполнитель свою мелодию посвящает ей. Это она с самых первых шагов в искусстве пропагандировала национальную идентичность ингушской культуры. Республиканский фестиваль национальных инструментов открывается. Республиканский фестиваль исполнителей национальных инструментов имени заслуженной артистки Российской Федерации Клавдии Раи Евлоевой своего рода традиция в культурной жизни нашего региона. В республике он проходит уже в третий раз. В числе сегодняшних исполнителей ее друзья, коллеги и ученики. Одна из первых Изаира Алхоева. В свое время она обучалась у нее игре на гармонии. После уже в ВУЗе писала о ее творчестве дипломную работу «Строгий наставник и добрая мама». Она заменяла ей всех. Когда была жива Рая Евлоева, она меня учила, как правильно исполнить песню. У Раи всегда был свой подход к своим песням. Она не то что играла, она даже словами своих песен игриво преподносила. Вот я даже скажу, ни один человек не сможет повторить Раю. Исполнение, произношение текста. Потому что она прямо как будто из души вытаскивала эти слова. Нет ни одного человека в Ингушетии, который не был бы знаком с ее творчеством. Еще бы, 53 года на большой сцене. Впервые на телевидении она выступила в 1961 году на новогоднем огоньке. Ее регалии не счесть: народная артистка ЧССР, заслуженный работник культуры, народная артистка Ингушетии, заслуженная артистка Российской Федерации. Ее называли хранителем ингушского фольклора, ведь именно благодаря Рае старые забытые народные мотивы получали новую жизнь. Раи Евлоевой написано более 300 песен. Она является автором многих музыкальных произведений. И Республиканский дом народного творчества в течение года, в рамках объявленного года культурного наследия, проводил работу по сбору, нотации, систематизации и этих произведений, ее песен, и итогом стало издание сборника ее произведений, нотированных песен и мелодий Раи Евлоевой. Еще один ее труд – ансамбль «Ингушетия». Это сейчас здесь есть целый оркестр, коллектив музыкантов. А в то время Рая одна вела всю концертную программу. Затем она подарила нашей республике еще два ансамбля – «Магаз» и «Кавказ». Для меня Рая – это есть индивидуальная личность, как гармонистка, как человек славы, человек доброты, человек любви к нашему народу. Свою последнюю песню со сцены в 2014 году она посвятила своей маме. Маме, которая привела ее в мир искусства еще в раннем детстве, научив играть на гармонии. Она посвятила свою жизнь возрождению и развитию ингушской культуры. И как никто другой, понимая, как мало в республике гармонисток, взрастила не одну их плеяду, которая и поныне продолжает ее дело. Песни Раи Евлоевой – целая эпоха в жизни ингушей. Своим творчеством она внесла большой вклад в развитие национального искусства, которое отмечен высокими государственными наградами. Проникновенные мелодии, наполненные смыслом. Раю уважали, ее любили, ею гордились и восхищались. Настоящий профессионал о ней знали не только в родной республике, но и далеко за ее пределами. Хава Гагиева, Адам Далаков, Новости 24.